как-то вот так. Сейчас подергаем. Если будет одна мелочевка, пойдем искать крупного. Ты что, большую блесну гонял? Да. И что? 2 окуня. И второго не находил. Нигде не валялся на лунку. Там где-то валялся. А ты жерлицу убрал и так рыбачил? Нет. Я его просто, чтобы не потерять, от берега до жерлицы оттолкал. На большую блесну хапает? Еще были поклевки? Они вот сразу еще глубину померить не успеваешь, берет. Тут-то клюет мелочевка, я вот более-менее вот таких вот оставлял. Ну, на мою, может, мелочевка не берет просто. Ну, а повыше надо, не одна. Одна щука есть? Я слышал, да. Хорошенькая такая. Вот где ты окуня кинул, вот возле того, оттолкнул. На удочку. На жерлицу? А. На плотву? Вечером, так что может быть еще что-то клюнет. Я ее же дохлую нацепил, плотву. Так что начало есть. Уже хорошо. Янцкаден. Вот тут надо буриться. Вот тут вот возле этого кустика, так вот здесь. Там мелко с той стороны. А вот здесь вот где-то метра полтора-два от кустика. Вот раз, два, три, лунки 4 хотя бы здесь делать. Здесь хорошенькие, крупные такие окушки поклевывали. Сработок не было, да? А? Там не было сработок. Ну, мне кажется, еще к вечеру, наверное, пару сработок будет, наверное. Если одна клюнула, что? Не может же быть, что ее нет тут, блин. Можешь на буксе прикатить. Ты это, только не быстро, чтобы склизы не сгорели, потихоньку. Можешь рыбу собрать куда-то, ведро какое-то. Или пакет. Пакет, наверное. Где-то пакеты были там. Где взять пакет? Ой, пакетов куча, я не знаю, может в ведре каком-то. Посмотри. Я в пакеты сунул, там пакетов 5, наверное. Так, ну что, взвесим. Я говорил сначала 2,5, потом сказал 3. Ты сколько скажешь? Вес? Ну, она, в принципе, широкая, думаю, трешка есть. Ну, 3 300. не, больше 3-то точно нет, может даже и 3 нету. Но от 2,5 до 3, скажем, я так скажу. Так. Так. По нолям. Та-дам! 2,555. Но в принципе, первый раз сказал 2,5, так оно и есть. Так что, кто бы что ни говорил, а глазомер по рыбе у меня в целом работает. Больше 3, я сказал, точно нету. Это потом уже, когда вытащил, она так запрыгала, я сказал, ну да, наверное, может быть и ближе к 3. А сейчас потом уже успокоилась, усохлась, выветрилась. Но 2,5 я как вытащил, сразу сказал. 2,5. Так что 2,5 тоже на дороге не валяются. Отлично. Янцкаден. Вот, ну теперь, Роман, тебе твоя очередь. Ждем сработку, чтобы Рома вытащил. Вот, как-то вот так. Ну вот, пока собирали рыбу, пол пакета рыбы собрали, окунь уже немножко подрос. Вот уже, вот таких уже приятнее ловить. Ты на мормышку все, больше так и не пробовал, да? Нет. Не, здесь мормышка, не знаю. И мне, если на балансир, сейчас вот надо попробовать поставить еще желтый балансир вот тут. Вода темная, а балансир яркий. Я так думаю, должно сработать. Тем более на тот желтый балансир я уже ловил щуку. А ты с маленьким серым ходишь? С которым начал.
Да, вот тут, это подлиннее, которая вот эта длинная. С маленькими я не ходил, я не знаю, где этот маленькая балалайка типа. Надо поставить, сейчас поставлю. Да, хочешь на эту подергай? Ну, кусам сейчас пробурюсь. А, ну да. А я попробую желтый балансир на это с поводком, которая мощная удочка. Может что-то доклюнет. Вот. Ну вот и первый окунь. Окушок на балансир. Толстая белая веревка, не знаю, это как я покупал. Крепкая, там не знаю сколько килограмм тест у нее. Ну, фигня полная с одной стороны. В воде она еще расширяя, ну, толще становится. И мне кажется, рыба ее боится. Ну, насчет крепости, если что-то попадет серьезное, я так думаю, выдержит. Вот раз 15, наверное, поднял. И окушок за нижнюю капельку ухватился. Ну, крупного нет. И, если честно, на маленькую блесенку ловится получше. Но с другой стороны, как бы мелочь крупную не берет. Если подойдет крупный, возможно, зацепится. Но что-то не берет. Вот такая вот. Вот такой вот желто-зеленый балансир. Типа арбуз. Только красного маловато. Но в этой темной воде он там виднеется хорошо. И есть у меня еще ратлин один. Один ратлин по первому льду украли. И вот еще один остался. Украли, в смысле, рыба, щука оборвала. Потому что без... А, нет, с поводком была, леска не выдержала. Леска оборвалась. Потому что... Я уже хотел перейти. Вот еще один. Тоже взял за нижнюю капельку. Капитально заглотил. Капитально заглотил. Ладно, тогда подождем. Может, стайка подошла. Только подальше от дна, где-то сантиметров 30 хотя бы, повыше. Во-первых, зацепа меньше, во-вторых, рыба толще воды. Не на дне. На озерах вообще опасно. Чешуга. Ну. А руки лень мочить, да? Ну. А лопатка в корыте ведь лежит. А сходить-то лень. Уже на спуске. Я говорю, глубину даже не дают померить, когда они есть. Ну, я не знаю, в принципе, такую мелочевку на живцов можно собрать, но куда? Они же сдохнут потом, блин. А когда они нужны, Их нет. да, не всегда ловятся, бывает. А сегодня штук 30-40-то точно выкинул уже. Жерличных. Ну, давай одного горбача хорошенького. Вот такие хорошенькие есть, грамм по 300 окуня. Килограммовых я здесь не ловил, даже на полкило не ловил. Ну, грамм по 300, 400, нет, 400 даже не ловил, наверное.
Ждем щуку. Оп. Оп, оп, оп. О. Вот такие вот середнячки хотя бы. В принципе, можно вот с них уху сегодня сварить. Хочешь уху? А, Рам? На сегодня, наверное, нет. Завтра можно. Сегодня готовые продукты уже есть. У нас готовой продукции, знаешь, мы если приехали на 2 дня, ее можно неделю, эту готовую продукцию есть. Можете... Ну, посмотрим, что как будет дела. Если лед не сгниет, может быть, еще останемся на денек. Или на субботу съездим, до воскресенья обратно приедем. В субботу я Серегу встречаю, отвожу. Тебя, наверное, отвезу туда. Ты, наверное, поедешь домой. Что меня ждать будешь? У меня часа 3, наверное, пройдет, пока я Серегу вожу. А потом Серегу отвезу. Там еще человека попросили привезти. Его привезу до Покчи. А с Покчи там его должны встретить на машине. И с ними приеду. Букс оставим в Покчи. А в воскресенье можно опять приехать. Ну, посмотрим. Еще 2 дня до этого. Видно будет. Так, переехали на другой берег. Первый заброс и сразу поклевка. И уже не совсем мелочь как бы. Может быть, они в разных местах плавают. В общем, надо искать, как я понял. Оп. О, такой же. Сразу главное. Вот таких уже можно ловить. Хоть чувствуешь что-то. Ну-ка. Третий будет, нет? Оп, уже висит, но этот меньше. Нормально, пойдет. А крупный балансир не хотят, да, Ром? Там посмотри эту короткую удочку с блесной. Не хотят так, что их упрашивать? Там эта белая веревка, наверное, их пугает, смущает, блин. Ну я доставал, а в этом нету бардачке возле стекла, Ром? Я их всегда убирал. А ты убирал? Да. А. Не, с блесенкой. На, лови. Да, вот это. Вот это говорю, нет, говорит. Нет, ты достал другую уже. Нет. Ой. Лови, на это клюет. Троих вытянул, которые были, да, это клиент говорит, иди лови. Не, подойдут все. Просто здесь немного надо вот так тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь пробуриться вот немножко. Ну вот и балалаечка сработала с маленькой блесенкой. О, только закинул ту удочку с длинной блесной, отдал Ромке. Че, Ромка, были поклевки? Пройдись по лункам, может действительно он не гуляет, там поймали 3, больше нет. Я говорю, это интересное озеро. Поймаешь 2-3 окуня, надо уже
идти к другой лунке. Чем больше лунок обойдешь, тем больше окуней поймаешь. Потом через некоторое время подойдешь опять к той лунке, опять. А долго сидеть на одной лунке смысла нет. Вон тут всего один был. Ну-ка здесь. Так, дно и сантиметров 20-30 от дна. Здесь никого. Рано радовались. Сегодня плюса даже вроде бы так и не было, да? Ну что-то же вроде начиналось подтаивать на темном. На бухте-то. Ну это от букса теплого. Прохладно. Ветра бы не было, вообще изумительно было. Ветер. Никого. Так, ладно, вот еще одну луночку попробуем. А времени осталось рыбачить где-то с полчасика. Здесь уж поглубже. Ладно, в толще воды попробуем. Так, ну что, время 33 минуты 7-го. Половина 7-го. Что-то поклевки прекратились. Вот завершающий аккорд. Вот три вот таких вот окушочка еще клюнуло с ладошка. Там один. И там, наверное, штук десяток. По весу, наверное, одна щука больше всех окуней, да? По-любому. На килограммчик-то поймали, наверное. Если бы не выпускали, наверное, бы набили полпакета уже. Ладно, хватит. Хорошего помаленько. Надо еще добраться до избы по-светлому. У меня же света нет. Лампочка фара перегорела. Так что не будем тянуть кота за хвост. Сворачиваемся. Погнали. Что-то стало холодать. Но хоть ветер стих, и то хорошо. Так, у меня там еще окушок есть. О. Сработок жерлиц так и не увидели. Загаров нет. Сейчас еще прокатимся по всем жерлицам. Да, нет. И поедем в избушечку. Ну вот, сделали круг почета. Прокатились по всем жерлицам. Ни одного загара. Будем надеяться, что утренний клев будет. Завтра по приезду мы увидим хотя бы 5 загаров. Или 7, еще лучше. Едем тихо, потому что без снега плиты могут сгореть и пойдут. Прошлый год здесь работки были, так что есть надежда, что и в этом году что-нибудь сработает. Все.
наконец-то доехали. О, Роман уже здесь. Ну, здравствуй, избушечка. Сколько? Месяца 5 не было нас здесь. Первый лед открыли, как и все. Так, надо фонарик. И будем располагаться. По пути пильнули 3 чурочки березовые, больше. Там над дорогой как раз заваленная береза была. Пильнули. В общем, на ночь нам хватит. Достаем фонарик, заносим все в избу, топим печь. И скоро будет самое приятное. Да, Роман Геннадьевич? Не без этого. Там-тарам-там, на позиции девушка. О, снег еще. Вон сколько, сантиметров 40 на крыше снега. Тогда я здесь года 2 назад сосульки сбить, пока глаза не выкололи. Пока я здесь 5 дней жил, весь снег растаял. Ну вот. Не помню, как я оставлял. Но, в принципе, дрова на растопку есть. Кто-то был после меня по-любому. Буранка-то есть, да? Буранка-то есть, говорю, кто-то по-любому после меня был. Это на первый лед здесь был? Да. Первый лед, щучек здесь половил я. Так, все, делаем освещение, топим печь. Вот и освещение. Пока я делал освещение, растапливал печь, Роман тут уже вон. Сушнячка на растопку. О, красотень. Красотень. Сначала сушнячком прогреется изба. И потом уже можно будет вечерком закинуть березку на ночь. Так, сегодня мы без титаната нашего, без аккумулятора, чисто на пауэрбанках. Во-первых, лишний груз. Во-вторых, по планам у нас 2 дня. 2 ночи. Я так думаю, должно хватить. Так, ну что, все дела сделано. Долгожданный вечер в лесной избе. И время у нас уже 21:24. День подходит к концу, 9:30. Не знаю почему, но каждый раз перед рыбалкой, вот не первый раз же иду, ну не знаю, что-то какое-то чувство волнения или что, не могу уснуть. Вот так и вчера. Посмотрел 3-ю серию сериала «Слово пацана», выключил телевизор и все. На этом у меня сон кончился. Все в голове крутится, куда, что, почему, когда. И час, и 2, и чем больше ты хочешь уснуть, тем больше ты не можешь уснуть. А 4 часа уже подъем. Ну, пару часов, может, часа 1,5 поспал. Сегодня, конечно, спать хочу. Так что сегодня у нас тоже, смотрю, сонный, мало спал. Ну, у меня чуть побольше получилось. Часа 4. Вот, так что долго сегодня сидеть, засиживаться не будем. Поужинаем. Матрасы у нас согреются, сейчас печку растопили. И будем ложиться спать. Завтра у нас тяжелый день. Пока я не постелю, подожди. Если честно, сегодня надеялся немножко на лучший результат, но что есть, то есть. Главное, не пусто, одна, ну какая хорошая, на 2,5. Все-таки мы поймали эту проказницу. Завтра попробуем
Жерлицы у нас ловят. Но до того, как сразу мы на то озеро не пойдем, вот по планам. Съездим в одно место, потом попробуем другое место. Самое интересное то, что топливо в обрез. Так что надо все рассчитать, чтобы где-нибудь не встрять. Так, что? По маленьким, наверное, да, Роман? По чуть-чуть. Кто у нас наливает? Наливающий. Всё. Приятнее, чем холодное на обеде, да? Да. Ну, если бы мы разожгли костер, это все у нас было бы в саже в копоте. Сковородка. Да и времени бы потеряли. Да, что время. По большому счету жерлицы выстояли, и все, они сами по себе ловят. Хотя вот завтра вот пойдем туда, все живцы будут дохлые, а наши живцы, не знаю, выдержат, не выдержат эту ночь. Если сдохнут, ну, если будет ловиться так же, как сегодня окунь ловился, то придется свеженьких окушков натаскать. Так, друзьям сегодня не наливаем, потому что, почему? Потому что нет стопок, только 2. Ну, мысленно мы с вами вместе в одной компании. Вы и мы. Вы по ту сторону экрана, мы по эту. Так что за рыбалочку, будем здоровы. Так, пользуясь случаем, сразу хочу поблагодарить Владимира Валентиновича за денежный перевод. Каждый месяц в начале каждого месяца получаю от Владимира Валентиновича денежный перевод. Огромное спасибо, Владимир. И был еще перевод от Виталия из Ногинска. Виталий Анатольевич так и написал в комментарии: на бензин. Отправил денежку. И сегодня как раз эта сумма была кстати. Немножко не подрасчитал с бензином на этот раз. Думал, что у меня в багажнике бензин есть. А на самом деле я этот бензин уже завез на Весновку. И мы сюда приехали как бы без запаса вообще. А завтра у нас Серега, Саня и Ваня дружной компанией выезжают на рыбалочку. И вот отправил эту денежку Сереге, сказал, чтобы он купил и привез мне канистру бензина. Так что завтра вечером, надеюсь, до завтрашнего вечера, надеюсь, нам бензина хватит. Главное, нигде не обсохнуть в лесу, потому что по планам завтра у нас выезды. Это кстати. Так, и еще новость. На последней рыбалке, которая была на Печоре, я говорил вам, что собираюсь покупать ружье. И это оружие уже у меня в сейфе. Все сделано, немного потрачено времени. Месячная пенсия ушла, в общем, на покупку оружия. Но теперь зато у меня уже новое, не новое, бэушное, конечно, ружье, но главное для меня оно новое. Лежит уже у меня в сейфе. Ружье ЧЗ. И скоро, очень скоро на Весновке мы будем смотреть, что оно и как стреляет, как передергивает. Потом уже, если все нормально будет, тебе придется МЦшку осваивать. В принципе, ты же стрелял с него, да? Да, один раз. Когда на острове, да? Сразу 4 патрона. Подряд бам-бам-бам-бам-бам. И что добыл? Одну. Так в одну ты и стрелял. Было больше, может быть, бы больше упало. Рома так интересно рассуждает, говорит, одностволка лучше. Я вот одностволку переписал одну на Ромку. Я говорю, чем лучше-то? Ну,
экономнее, я говорю. Ну, в таком случае, я говорю, тогда можно купить пачку патронов, положить ее в сервант и смотреть на него. Второй ствол-то иногда нужен. А я говорю, после того, как я пострелял с 5-зарядки, теперь, мне кажется, даже 2 стволов мало. Ну, это как вот, бам, бам, то подранок сразу бывает, то еще что-то там на взлете, бам. Да, конечно, сейчас патроны дорогие, куда деваться. Охота пуще неволи. Я люблю пострелять. У нас вот эта весновка, вот эта охота, у нас, грубо говоря, даже не 2 недели. Она меньше, не 10, вот самый такой, можно активный. Даже неделя, можно так сказать, самая активная. Не, ну это чисто уже именно самой весновки, а раз уже когда ты подготавливаешься, все вот это вот это. Ну да, вот сейчас мы сколько раз ездили. То один плод, то переправу, то пока напилили, привезли, связали, заколотили. Сколько? Раз 5, наверное, получается. 6, может быть, ездили туда. Это опять же время. За это время вот последний ролик у нас заканчивается, где в конце, наверное, марта мы были. В начале апреля, наверное, мы ходили, да? В начале апреля. С Иваном Григорьевичем и Серегой-то. Начало апреля же было где-то. Да, я не знаю. Ну, новоселье у тебя когда было? В конце марта? Сразу после новоселья же мы поехали. Практически сразу, через неделю где-то. Был еще выезд на поиски Ивана Григорьевича. Иван Григорьевич у нас потерялся. Ну как потерялся? Пригласил меня на рыбалку. Я говорю, я сегодня не могу, я у сына отмечаю новоселье. В общем, вечер посидели. Звоню вечером ему. Супруга Ивана Григорьевича берет трубку, говорит, Иван забыл телефон. Сегодня хотел вечером приехать, что-то его долго нет. А как раз шел дождь проливной. В общем, поехал я его искать. Часиков 10 вечера уже. В принципе, машина у них стояла на асфальте. След бурани есть, на Динго они поехали. И обратно не вернулись. И вот поехал я по следам искать. Они так запутали эти следы все, я замучился распутывать этот клубок следов. И я понял, что они просто заблудились. То есть приехали на озеро, половили окуня с Игорем. И вместо того, чтобы выехать обратно по своему следу, они думали, что срезают путь, а на самом деле они заблудились и поехали вообще не туда. Ну, пацаны сказали, что машина стоит на дороге, они заехали и никакой связи. То есть такой вариант, что возможно они где-то торчат на болоте, с Динго где-то засели и могут даже не дойти, не доехать до избы, учитывая то, что они обычно лыжи не берут, в лучшем случае одну пару лыж. Так что, можно так сказать, спасательная поисковая операция. Не знаю, как получится. Дай бог, конечно, что они в избе. Это лучший вариант. А худший вариант, то я так думаю, что по следам, где они заехали, я все-таки их найду. Ну, в общем, что гадать, поехали. Время не ждет. О, Игорь перчатки свои забыл. Погнали. Вперед навстречу приключениям. Так, тут будет болотина, не проехать. Куда они поехали?
Обратно не приехали. Ладно, едем по следам. Так, в общем, друзья, еду по следам. Главное сейчас все это распутать, потому что куча буранок, кто где, куда ездил. Главное определиться, куда Григорьевич с Игорем поехали. Главное, чтобы не перепутать, не заехать на другой след. Конкретный кроссворд мне они загадали. Еду по буранке, что-то они крутанулись. Выехали. Здесь крутанулись. Походу они блуждают, не знают, куда ехать. Блин. Я еще бензину взял немного. Ой, блин. Да. Задача не из легких. Уже больше часа катаюсь по следам. Я пока распутывал эти, как они петляли, эти, как заяц, влево-право, обратно, распутал. Нашел след, куда они уехали. Так, походу я уже сам заблудился, блин. Я отсюда приехал. Куда еду, хрен его знает, блин. Ну ладно, что уже, блин. Едем по следам. Приехали. Ёшкин кот, блин. Куда еду, хрен его знает, блин. Ну, пока я искал, опять же, дело было в бензине. Я-то думал, заправки хватит до озера обратно. Пока я искал, у меня топливо стало на исходе. И на последних каплях пришлось оставить это дело и выехал. Заехал в 10 часов вечера, пошел искать. Где-то около 3 часов я вышел к машине, доехал домой в 4. Машина у них еще стояла на асфальте. То есть принял решение отдохнуть немножко. И если они не объявятся, опять же на следующий день идти на поиски, куда они что потерялись. Но половину 8 Иван Григорьевич позвонил, только-только они вышли. Ну, пешком практически вышли, потому что дороги рухнули, снег рухнул, и Динго не смогла выехать. Заблудились, и потом кое-как они выехали. Вот. Был организован поиск. Покатались. Потом была у меня еще рыбалка с Иваном Григорьевичем. Ездили. Тоже поехали с таким настроением на рыбные места. Поставили жерлицы на ночь.
3 сработки даже было. И потом... С добрым утром, Иван Григорьевич! О, дай бог здоровья! Как ночь прошла? Ой, отличной формы! Ха-ха. Заметил, да, что у нас? Да, 3 загара. да, вот. То-то 3 загара. Ну пошли, начинай. пойдем. Очень хочется. Вот. Раз, первый, второй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ну не все. Ну, ничего. 9 штук поставили. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И только 3 загара. Да. И то не знаю еще, от чего они загорелись. Да, может от ветра. Поземка сильная была. Ну, может, одна щука и 2 налима, наверное. Главное, чтобы в лунку влезли. У тебя-то 130-я, да? А? У тебя-то 130-я дырка. Да. Ну начинай. С какого тебе? Ну, с первого, что я буду перепрыгивать? Вымотала полностью. Так, лопатку сейчас принесу. Сейчас, подожди, вот, ну-ка. Да? Не замерзла, нормально. Что-то есть. Есть, да? Знаешь, натяжка. А ну не дергается. Ну, натяжка. Ну налим-то не дергает. Нет. Нету, да? Ну пошли к следующей. 0,1. Нас пока обегорили. Сейчас посмотрим. Жерлица номер 2. Что-то же ведь работало. Пяточкой. Ёпа мать. Тоже пусто. Тоже пусто? Да. Ёшкин кот. И потом вот бывает рыбалки такое, то что действительно, давай наливай пока, то что действительно ни одной поклевки в течение дня. Такого бывает очень редко, но такое бывает. И естественно уже у меня все настроение пропало, я прекратил всю съемку, пробовали там, ездили на аэролодке везде. Северный ветер, очень холодно было и ничего мы не поймали. По дороге домой поймали 4 хариуса на Печоре уже. И, в общем, кино не будет, решил я, потому что, как говорится, с таким настроением, вдохновением я начал снимать нашу поездку. И потом все просто вот так вот упало и все. А когда падает, это уже настроение. Вот. Но на этот раз, надеюсь, у нас все получится. Мы уже здесь. У Ромы это открытие и закрытие в одном флаконе. Ну, закрытие-то не знаю, пока он в отпуске, может, и съездим. И дай бог, у нас впереди 2 дня. И за эти 2 дня мы попробуем еще 2 места. На Печору, не знаю, может быть еще... Терей куда положил? В кармане. Надо бы куда-то на пол, чтобы они не испортились. Вот. Может быть еще на Печору сходим, но это навряд ли. Сходим на одно озеро раскаленное, там окунь покрупнее есть. Как бы тоже интересная рыбалка, если ловится. И съездим на протоку. Вот так. Такие вот у нас планы. Вот. Давайте по маленькой. И скоро будем закругляться. Мне тоже поужинать надо, а то все болтаем. Ты что, наелся? Я ем потихоньку. Потихоньку. Как-то вот так. Много делов переделано за это время, пока не было выезды были. А, еще на Печоре съездил, ершей половил тоже. 3-й продольник. Так, а здесь что-то вроде бы есть ёршик. Ёршик раз.
Ёршик 2. Ёршик 3. Ёршик 4. Ёршик 5. 5 ершей. Охренеть. Да. Круто. Половил тоже пол-трехлитровой банки ершей, половил, засолил. Но читая комментарии, что такая рыбалка, как ловля ерша, никому не интересна, я не снял я. Так, осталось при себе. Огромная благодарность еще тем, которые смотрят мои ролики на Яндекс.Дзен. Благодаря вашим просмотрам немного, но доход уже повысился. Сейчас где-то в среднем идет от 100 до 130, да, бывает даже 150 рублей в день. Это при том, что смотрят там 200 просмотров ролика, там 250. Если бы смотрели как на ютубе, в среднем 10 тысяч просмотров, то естественно и копеечка бы капала. Так что если есть возможность у кого, просьба смотреть на Яндекс.Дзене. Тем более, что на Яндекс.Дзен на 2 дня ролики выходят раньше, чем на ютубе. Вот. Ну и давайте буквально еще пару секунд. Привет. Комментарий от Никиты Гребенщикова. Геннадий, добрый вет. Добрый день. Привет вам с Красновишерска. Смотрим вас давно. Можешь передать привет Мейджику, Жорику, Кабану. Твои коллеги, наверное. Твои коллеги по рыбалке. Мейджик, Жорик, Кабан. Привет, Мейджик, Жорик, Кабан. Может, правильно читаем? Мейджику, Жорику, Кабану. Ну да. Твои коллеги по рыбалке. Огромный вам привет с лесной избы. От отца и сына Растворовых. Вот. Ну и привет Раисе Третьяковой. Комментарий здесь же, это мартовская рыбалка на Печоре. Часть первая. Это, получается, было в марте, не в апреле. Это почти 3 недели назад. Это вот так вот, да. Уже сколько это уже история. Ура! Опять рыбалочка, опять таежный быт, избушечка теплая, задушевная атмосфера, непринужденная обстановка. Иван Григорьевич самый главный рыбак и самый страстный. Дай Бог ему здоровья. Я сейчас дополню. Он не то, что самый главный рыбак, а самый везучий рыбак. Это точно. Дай Бог, конечно, ему здоровья крепкого. Вот. Я только что вам говорил, что ездили мы с Иваном Григорьевичем на 2 ночи, катались и поймали только 4 хариуса. 3 хариуса поймал, естественно, Иван Григорьевич, 1 поймал я. От 0 ушел. Так вот. Это со мной. Сейчас, позавчера он, получается, отработал. Съездил на работу. А вчера уже он опять поехал на рыбалку. Потому что здесь интернета нету. Но по WhatsApp он мне опять отправил видеосообщение. И сейчас я сделаю короткое включение. Вот мыло сегодня дала немножко рыбки. Вот, с утра хорошо клевало и в обед, и я уже дома. Вижу, что рыбы там где-то, килограмма там 3-4, наверное. Просто я сейчас не могу загрузить. Вот в зоне интернета буду, я загружу. То есть Иван Григорьевич, он не то, что самый главный, а самый везучий рыбак, это точно. Мы с ним рыбачили, поймали 4 рыбки. Он один поехал, поймал 4 килограмма. Как-то вот так. Ну и дай Бог, чтобы ему и дальше так ловилось. Дай Бог, чтобы и мы что-нибудь поймали. Что-нибудь-то мы уже поймали, конечно, но нормально. Пустые уже не вернемся. Да. 2,5 килограмма это и малосолочка будет, и жареха, голова, хвост. Что мы делаем с щукой, почему я так радуюсь, многие вот тоже пишут комментарии.
В основном голова и хвост это идет на зажарку. Все остальное идет на малосолку. Вон. Рома у меня что хариуса, что щуку любит малосольной. Если она просолилась уже где-то 3-4 дня, это уже, говорит, все, это уже не та рыба, это уже не тот вкус. То есть кто как. Кого-то тошнит от малосольной рыбы, кто-то любит соленую рыбу. Я всеядный, я ем и соленую рыбу, и малосольную рыбу, и так называемую рыбу комис-засол. Хотя многие путают, думают, что комис-засол это сначала рыбу стушили, потом засолили. Нет, это не так. Это просто рыбу засолили в меру, не пересолили. И она в леднике, допустим, месяц-два отлежалась, впитала. Немного мягкая стала, но вкус обалденный. Вот такую рыбу я тоже люблю. Люблю я всякую рыбу. Люблю ее ловить, люблю ее кушать. И в моем рационе рыба каждый день. Каждый день. Особенно каждый вечер. Вот. Ну давай еще помаленьки будем закругляться, а то что-то заболтались опять. Хотел пару слов, а в итоге опять заболтались. Сейчас вам скажу температуру на 18 апреля. Где у меня фонарик? Поставил я электронный градусник. И сейчас мы глянем. Утром было минус 5, да? Ну, машина показывала так. И сейчас минус 5. Минус 5 градусов. Но это возле избушки еще. Так, если где-то на реке, наверное, где-то градусов 7 будет точно. Еще ветер сильный. Еще и северный ветер. Посмотрим, что у нас завтра поменяется. Как говорится, будет день, будет пища. Дрова приготовили. Березка есть. Так что ужинаем, ложимся спать. И утро вечера мудренее. Еще немножко поужинаем, поболтаем. За открытие сезона Роминова. Будьте здоровы. Как-то вот так. Вкусняшечка. Вот и сказочкой конец. А кто слушал, молодец. До завтра.